Здравствуйте! Приветствуем вас на главной телепередаче Башкир Челябинской области «Уралым». Хайырлы сағатта, хөрмәтле милләттәшләр, һеҙҙе Силәбе башҡорттарының үткәнен, бөгөнгөһөн яҡтыртҡан Уралым тапшырыуында сәләмләйбеҙ. Һаумыһығыҙ! Танцуют все. В Челябинске выступят артисты народного ансамбля имени Фази Гаскарова. Южноуральцы проверили знания о предстоящих саммитах ШОС и БРИКС. Учим башкирский язык. В Верхнем Уфалее работают курсы по изучению родного языка. Начинается с того, что мы рассказываем, кто такие башкиры. Башкирские традиции в играх. Миасский клуб «Агинайвер» обучает детей народным обычаям. На плечо, коромысло, на плечо. Молодец, молодец. 7-летняя Айнара и 5-летняя Эльнара вместе с мамой участвуют в необычном мероприятии. В Доме народного творчества клуб башкирской культуры «Агинайзар» проводит тематические игры, национальные костюмы, музыкальные инструменты и песни на башкирском языке. Все для поддержания добрых традиций. Когда слышишь звуки курая, нашего национального инструмента, что-то вот тут в душе вот возрождается, да, и очень здорово. Во-первых, даже вот сейчас такой ритм был, девочки даже устоять не могли, танцы, в пляс идут. Ну, понятно, что такие веселые, шумные, когда игры, тем более возрождение идет башкирских игр, конечно, весело, здорово, и девочкам очень понравилось. Мудрые старейшины Миаса подобные праздники проводят регулярно, впрочем, формат интерактива используют впервые. Я как задумала это мероприятие как семейный праздник, посвященный и 23-му, и на 8 марта. Я приглашала и дедушек, и бабушек, и внуков, чтобы они вместе играли. Вместе быть – большое счастье. В Башкортостане 2020 объявлен годом башкирского языка. По словам общественниц, они особое внимание будут уделять сохранению родного языка. Однако это работа не одного дня. Главное старание участников клуба – это привить детям любовь и интерес к башкирским традициям и культуре. А там, глядишь, их подопечные и язык выучат. В Челябинске прошел дипломатический диктант. Акция посвящена предстоящим саммитам ШОС и БРИКС. В рамках международных форумов в столице Южного Урала запланировано проведение 20 мероприятий. Дипломатический диктант является подготовкой к принятию столь масштабных саммитов. В акции участвовало около 500 человек. Диктант писали на разных площадках. Одна из них – Челябинская областная научная библиотека. Акция организована Общественной палатой Челябинской области. Инициатором является Эльвина Ягнакова, кандидат педагогических наук, общественный деятель. Под ее руководством организованы такие проекты, как «Расулевские чтения», основана Ассоциация выпускников Челябинского государственного университета и так далее. Проект поддержали правительство Челябинской области, областное министерство экономики, образовательные учреждения, активисты разных социальных проектов. Представительство Башкортостана в Челябинской области приглашено на мероприятие в качестве почетного гостя. На торжественном открытии региональный постпред Амур Хабибулин рассказал об опыте проведения саммитов ШОС и БРИКС в Уфе в 2015 году. Участники получили звание общественный дипломат. Сотрудники библиотеки презентовали мультимедийный проект, посвященный странам ШОС и БРИКС. В школах Верхнеуфалейского района изучают башкирский язык. Родной язык коренного народа преподается в Виткуле, Черемшанке и микрорайоне Никольщик. Башкирский язык преподается в школах в рамках дополнительного образования. Практика используется второй год. Количество желающих познать родной язык доходит до 50 человек. Нехватку методической литературы учительница Альбина Киреева решает собственными силами. Она использует вместо полноценных учебников их ксерокопии. Принтер хатып алдым, шул принтердан менә шайтып китаптар эшләйбез. Хәзер безнең һәрбер укучылар менә шундый китаптар бар. Бер дә аптырап торманык. Воспитанники детских садов также имеют возможность посещать занятия по башкирской культуре и языку. Председатель Башкирского народного центра Верхнего Уфалея Эльвира Идрисова во Дворце культуры преподает родной язык. Ребятам она проводит экскурсии в юрте, которая расположена в кабинете руководителя городского башкирского курултая Фанузы Зариповой. На чаепитиях дети пробуют национальные блюда, на мастер-классах обучаются традиционным ремеслам. В нашем дворце есть комната, где занимается башкирский коллектив «Лейсан», и нам очень повезло, что там есть юрта. Это наша главная фишка, можно сказать. И благодаря, на базе этой юрты мы решили
приглашать детей и рассказывать им о нашей башкирской культуре, о башкирском быте, о башкирских инструментах, о творчестве. И решили заниматься с детьми из детского сада. Начинается с того, что мы рассказываем, кто такие башкиры, что мы живем на башкирской земле. Начата работа по возрождению башкирского языка, и среди особенных детей взрослые также могут окунуться в родную культуру. При ДК работает коллектив «Лейсан». Женщины выступают с песнями, танцами, исполняют мунаджаты, религиозные песнопения. Аралашабыз, яш сақтала, қадір Достасмай. оят оқытып, нетіп аралашабыз. Басқыла сөйткәс, мұнда башкирен келіп сыққынлар. И біз Чусовскойда яшәнек. Анда, лесной отдел болған Атникелев комбината. Атимдардан, инеймен бір бала олды, ең ұлығы мен. Шынан көмек яшап, Атимдарға бронь берділер. Оғыз вақытына, оғыз қаманлар. Никелев комбинатқа древесный уголь ағасығылар да, древесный угольді тамит етіп, Чусовайда Никелев комбинатқа ярдам еттілер. Шылай болып, мен текті көрмәдік, инейіндеріне көргенінде. Өткәрәбіз, мінән бір нелерге келәбіз. Тату яшай башқұрт. Өз халықтары мінән, мұндай башқұрт өз қына түгіл, бүтін Балақытай районы башқұрт, біті мұндалар бар. 50% башқұрт ұфалар, мұнда бәлейді. Высокую эффективность совместной работы местной власти, общественников и образовательных учреждений отметила и заместитель главы администрации Верхнего Уфалея Елена Большакова. Вторыми по численности являются башкирское и уже третье татарское население. В городе очень много делается для развития в целом национальной культуры и в частности для развития именно башкирской культуры. На территории округа у нас в данный момент работает 4 национально-культурных центра, это 2 из них центра башкирских. Приехали и гости из Свердловского областного башкирского центра. Они посещают своих коллег уже 10-й год. У общественников много общих тем. Вам особая благодарность за организацию такого нужного и значимого мероприятия сегодня, День башкирского языка и башкирской культуры. Также развивайте. Челябинскую делегацию возглавил председатель башкирского курултая Челябинской области Марис Юсупов. Он пообщался с верхнеуфалейцами и узнал, какие вопросы их беспокоят. Марис Харисович отметил, что башкиры Челябинской области могут рассчитывать на помощь как Республики Башкортостан, так и Челябинской области. Он ознакомил общественников с государственными программами, рассчитанными на поддержку некоммерческих организаций, рассказал о возможностях федеральной национальной культурной автономии башкир, которая дает право выводить местные проекты на федеральный уровень и рассчитывать на финансирование. Очень много делается для башкир на территории округа, и в этом большая заслуга именно руководителя администрации. Напоминаем, что башкирская автономия находится на стадии регистрации. В этом году также ожидается обновление соглашения между Республикой Башкортостан и Челябинской областью. Марис Юсупов говорил о важности подготовки местных национальных кадров, просил общественников ответственно подойти к этому проекту. Мероприятие завершилось праздничным концертом. Челябинская башкирская эстрада пополнилась новыми талантами. Завершился конкурс «Яңа йондоз». В театре ЧТЗ состоялся гала-концерт 4-го областного конкурса исполнителей башкирской эстрады «Яңа йондоз-2020». Финалисты прошли долгий путь – отборочные, полуфинал, подготовку и долгие репетиции, чтобы побороться за гран-при. Ведь каждый участник – это талантливый исполнитель с большой мечтой о сцене. В финал вышли 12 участников 2 возрастных категорий. Каждый подготовил яркий номер, прибегая в том числе к реквизиту и подтанцовке. Судить конкурс и продемонстрировать, что стать успешным артистом реально приехали такие известные исполнители, как Зилья Бахтиева, Алина Гумерова, Марьям Халимова и Мадина Мажитова, также звезды продюсерского центра «Йондоз». Своим примером артисты вдохновили нынешних участников и дали каждому ценные советы.
Челябинские башкиры меня поразили на самом деле, потому что здесь очень много хороших голосов, здесь очень много артистичных артистов, поэтому я их всех пригласила на различные конкурсы, которые проходят у нас в Башкирии. Я могу сказать только одно, что они сегодня показали себя с лучшей стороны, и я была прям вот приятно удивлена, меня челябинские башкиры просто поразили. Финал этого года стал сенсацией, ведь призовые места получили абсолютно все участники конкурса. Члены жюри высоко оценили всех исполнителей, в каждом разглядели талант и не смогли определить лучшего из них, чтобы вручить долгожданный кубок Гран-при. Продюсер лейбла «Йондоз» Илдар Хуснутдинов сообщил, что обладатель Гран-при будет определен в течение года из числа победителей конкурса «Яңа Йондоз 2020». Участники до такой степени ровно и достойно выступили, и невозможно было определить, кто из них победитель. Поэтому впервые за сколько лет уже проводится этот конкурс, всегда был Гран-при, первое место. Ну, были 2 третьих, например, 2 вторых, например, места. Но никогда, чтобы 4 первых места не было. Это означает, что эти ребята просто равносильны. Получение Гран-при откроет перед исполнителем новые возможности. Запись песни под ключ, съемку собственного видеоклипа и сотрудничество в команде артистов продюсерского центра «Йондоз». В Челябинской области пройдут гастроли Государственного народного ансамбля танца имени Файзи Гаскарова. Артисты выступят в Златоусте, Кунашаке, в поселке Краснооктябрьске Аргаяшского района и Челябинске. Концертная программа посвящена 75-летней годовщине Великой Победы. В Челябинске концерт состоится 30 марта в 19:00 в ДК ЖД. Наша передача подошла к концу. До новых встреч! Оставайтесь с нами в социальных сетях. Ошоның менән тапшырыбыз тамам. Киләһә осрашкандарга тиклем. Һау булыгыз!